Друзья всем мира, сегодня у нас не совсем обычный выпуск, который расскажет вам не столько об истории взятия Казани в 1552 году, а скорее о том, как на данное событие смотрели историки. Алга. События октября 1552 года, когда погибли последние защитники Казани, пало Казанское ханство и начался процесс планомерного завоевания и освоения Среднего Поволжья, навсегда останутся в исторической памяти татарского народа как одна из самых трагических страниц его истории. Эти события стали поворотной вехой, во многом предопределившей дальнейшую судьбу многих народов Северной Евразии вплоть до сегодняшнего дня. Уже в исторических сочинениях конца XVI века приводились веские доводы и обоснования необходимости этого завоевания и его судьбоносного значения в свете противостояния между Русью и татарами, между христианством и мусульманством, став ведущей темой новой имперской идеологии царской России. Суть ее достаточно полно изложил участник взятия Казани князь Курбский, писавший, что завоевание татарских ханств было ответом на опустошение русской земли со стороны великого и грозного измаильского племени. Была выработана концепция, вплетенная в формирующуюся имперскую идеологию и призванная оправдать и придать легитимность захвату Поволжья в глазах своего народа и европейских держав. Позднее все эти аргументы были восприняты и сформулированы в качестве строгих научных доказательств. Наиболее показательно в этом смысле рассуждение видного российского историка середины XIX века, основателя государственности школы отечественной историографии Соловьева. Он писал: завоевание Казанского царства было, следовательно, первым завоеванием и, что важнее всего, завоеванием Татарского царства. После многих веков страданий и унижения явился, наконец, царь на Русь, который возвратил ей счастливое время первых князей-завоевателей. Завоевание Казанского царства было подвигом необходимым и священным в глазах каждого русского человека. Подвиг этот совершался для защиты христианства от бусурманства, охранения русских областей, опустошаемых варварами, для освобождения пленников христианских. Издавна Азия и Азия Магометанская устроила здесь притон не для кочевых орд, но для цивилизации своей. В этой цитате можно видеть все те доводы, которые, с одной стороны, повторяют церковно-державные доводы XVI века, а с другой в неизменном виде существовали в советской и продолжают существовать в российской современной историографии, находя все новых сторонников и все более изощренные доводы в их защиту. Сформулированные русским историком-государственником концепты доходчиво, откровенно и в предельно концентрированном виде стали общим местом последующей русской исторической мысли, трактовавшей этот вопрос. Попытка преодолеть эти взгляды была предпринята в 1920-е годы, когда историки стали подчеркивать колонизаторский характер завоевания Казани, и появились достаточно объективные интернационалистические труды академика Покровского, профессоров Худякова, Фирсова и других. Худяков, в частности, писал, оценивая нравственные итоги завоевания Казани, следующее. Чудовищное избиение жителей взятой Казани составляет одну из самых тяжелых страниц русской истории. Такую колоссальную гекатомбию человеческих жертв закончился крестовый поход христолюбивого воинства против казанцев. Первое выступление русского государства на путь территориальных завоеваний. Кроме огромного количества человеческих жизней, насильственно унесенных в могилу, кроме бесчисленных слез, страданий и горя, пережитых казанским народом, печальный день 2 октября знаменовал собой гибель материального благосостояния, накопленного целыми поколениями, и утрату культурно-бытовых ценностей. Но уже в середине 1930-х годов наступает период возврата советской науки к теориям российской державности, и начинают распространяться идеи о русском завоевании как меньшем зле, которое в 1940-е годы сменяется великодержавными теориями о прогрессивном характере русских завоеваний и добровольном вхождении в состав России и других народов. Кроме доводов о постоянном тяготении нерусских народов к великому русскому народу, часто утверждается мысль об огромном цивилизаторском значении присоединения Поволжья.
Иногда историки утверждали мысль о прогрессивной роли великоруссов и их государственности в приобщении иноязычных народов к более передовым формам общественной жизни и культуры. Самое замечательное здесь – это упоминание татар в качестве объекта русского культуртрегерства. Народ, имевший в течение 500 лет средневековую государственность, исповедующий одну из мировых религий и развитую городскую культуру, оказывается, был приобщен, причем неоднократно силою не кроткого христианского слова, а огнестрельного оружия, передовой великорусской государственности. В период краха советской системы и идеологии татарская наука отбросила все эти теории и вернулась к объективной, морально-этической оценке завоевания Казани, рассматривая борьбу за свободу и независимость в качестве высшего нравственного императива. Татарские историки подчеркивали огромное, неисчислимые бедствия, которое приносило это завоевание татарскому народу. По сути дела, он был лишен городской цивилизации, развитых городских ремесел. Его светская культура уничтожена, а религия систематически подвергалась унижениям и преследованиям. Вообще народ был поставлен на грань этноцида, переживая тяжелейшую социально-психологическую депрессию. И если он сумел сохраниться и нашел в себе силы для выживания и возрождения, то это не благодаря российским властям, а вопреки их постоянному давлению. И если татары и их культура не исчезла в горниле Российской империи, то это объясняется лишь одним – и яростным сопротивлением и непрерывной борьбой против насилия и угнетения за сохранение своих прав и культурно-религиозной самобытности. Татарская историческая наука единодушна в том, что завоевание Казани – это начало горестной и трагической истории нашего народа, не во всем преодоленной и до сих пор. Процесс отрешения от мифов затронул в конце 80-х, начало 90-х годов и российских историков. Появились достаточно объективные работы по истории русского колониализма, которые подчеркивали негативный характер для России завоевания Казани. Появился целый ряд авторов, как Зимин, Корбин, Юрганов, которые обоснованно связывают становление российского деспотизма и державного централизаторства, подавление свободомыслия и утверждение православного мессианства. В качестве ближайших последствий завоевания Поволжья и Сибири, повернувшего страну к интенсивному, а не к экстенсивному развитию, называют консервацию феодализма в форме крепостничества, экономическое и социально-политическое отставание России от развитых стран Европы. В этом, кстати, с ней солидарна и мировая наука в лице ведущих западных историков. Однако в современной России подобные подходы к теме опять все чаще подвергаются сомнению. Вновь намечается возврат к церковно-державным мифам XVI века, опять идут разговоры о прогрессивности для самой России и для самих татар этого завоевания или о вынужденности завоевания Казанского ханства. Основной тенденцией в современной российской историографии стало рассмотрение проблемы завоевания Казани через призму объективизма, а главным тезисом стало, что московское государство было принуждено враждебной политикой татарских ханств завоевать их, дабы обезопасить себя. В ход идут рассуждения о нескрываемой враждебности татар, их постоянных набегах на Русь, о тысячах христианских пленных, якобы томящихся в плену в Казани и так далее. На деле все эти аргументы не выдерживают никакой критики и служат только лишь научным оправданием завоевания Казани и неуклюжим прикрытием колонизаторской политики царизма. Главной в этой концепции, которая, как мы видим, восходит еще к истории Курбского, является мысль, что завоевание Поволжья и Приуралья не диктовалось никакими хозяйственно-экономическими причинами и было в равной степени невыгодно ни правительству, ни дворянству, ни купечеству. А основной причиной, настоятельно требовавшей завоевания, авторы данной концепции видят в необходимости уничтожить очаг постоянной потенциальной угрозы с востока со стороны татарских ханств и в первую очередь от Казанского ханства, за спиной которого стояла грозная османская Турция. Вот как объясняет логику событий Бахтин. В начале XVI века Россия превратилась в единое сильное государство. Граничившие с ним татарские ханства и орды, хотя и являлись беспокойными соседями, все-таки по отдельности опасности для России не представляли. Однако русским было еще памятно ордынское иго,
Имелся даже своеобразный ордынский синдром, влиявший на политику страны и массовое сознание. В России серьезно опасались возрождения Золотой Орды. Это была вполне очевидная угроза. В то же время в регионе возросло влияние России, противостоять которому в полной мере татарские ханства уже не могли. Оставалось или признать русский протекторат, или добиваться покровительства сильнейшего европейского мусульманского государства Турции и ее вассала Крымского ханства. Часть татарской знати выступила за союз с Россией. Основная масса колебалась. Многочисленная группа феодалов, связанная с работорговлей, настойчиво пыталась заручиться покровительством Османской империи и Крымского ханства. Однако, сколько бы доводов ни приводилось под данную концепцию, ни одни из них не дают оснований для того, чтобы считать русское государство мирным, а татарские агрессивными или паразитическими. Русские завоевания вынуждены мерой, а татарские разорительными набегами. По большому счету, взаимоотношения между Россией и татарскими ханствами развивались так же, как и между другими средневековыми государствами, с войнами, набегами и союзами. Татары сквозь время убеждены, что историография с точки зрения горе побежденным должна быть отброшена навсегда. Однако мы не понимаем и не принимаем попыток объяснения исторического процесса, что наши предки вынудили кого-то их завоевать, разумеется, для их же блага, которое в целом носило прогрессивный характер. Важно не просто объективное изложение прошлого, но и утверждение приоритета нравственных критериев в оценке прошлых событий, особенно таких кровавых и трагичных, как завоевание Казани и колонизация Волго-Уральского региона. Для нас же это было и будет не просто только и не столько научная проблема, но и проблема этическая, проблема нравственного выбора. Друзья, обязательно напишите в комментариях, были ли, по-вашему, действия Московского княжества в отношении Казани вынужденной мерой, или это вынужденная мера есть оправдание колониализма. Поделитесь мнением о том, есть ли место этической оценки истории. Ставьте лайки, обязательно подпишитесь на наш канал и изучайте историю. О взятии Казани мы обещаем поговорить более подробно в следующих выпусках. С вами был Ренат Хабибуллин и Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау булгас и до новых встреч. Пока.